І ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо піднімати найактуальніші питання, які стосуються як України, так і світу. І вже готові вітати у нашій студії гості цієї години. Це Ескандер Берієв, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. І одразу до головної теми. Цей тиждень не обійшовся без обшуків і затримань. У четвер окупаційний Нижньогірський суд оштрафував жителя села Розлив Ебазера Іслямова на 2000 рублів. Його окупанти визнали винним у пропаганді і демонстрації символіки, схожої з нацистською. А Джанкойський окупаційний суд заарештував джанкойця Енвера Кроша на 10 діб. Йому пред'явили такі ж звинувачення. Перед цим в їх будинках пройшли обшуки. Відомо, що Енвера Кроша раніше катували ФСБшники. Маємо деталі у сюжеті. Давайте подивимося. Село Розливи. Щойно зійшло сонце. Одна з вулиць селища перекрита кордонами поліції. Нікого не пропускають. У будинку Ебазера Іслямова нишпорять окупаційні силовики. Беспредел в Крыму продолжается. Бандитизм цветет. Чоловікові інкримінують розповсюдження екстремістських матеріалів. Зокрема, поширення публікацій про заборонену в Росії організацію Хізбут-Тахрір, розповідає дружина. Мар'ям Іслямова каже, окупанти знехтували тим, що в чоловіка серйозні проблеми зі здоров'ям. Після трусу чоловіка забрали до відділку поліції. Родичі та друзі поїхали слідом. По їх словам, що вроді з ним як все нормально. Но я знаю, що у нього зі здоров'ям є проблеми, тобто делаем МРТ каждые 2 месяца, у нас профессора за ним наблюдают, там сложность, проблемы большие в голове, кровоизлияние и так далее. Только с хорошей стороны я его знаю. А это то, что сегодня происходит, рано утром вламываются в семью, где практически каждый член семьи инвалид. Ничего хорошего по этому поводу сказать нельзя, потому что эмоции. То есть в таком государстве мы и живем. А це вже Джанкой. Обшук тут відбувся у Енвера Кроша. Зашли, их было человек, наверное, на пороге. Человек 10, может быть, я не ошибаюсь, если человек 10. Были все они в масках. Искали оружие, Так, они так и говорили, да? Да. Угу. Тут обшук тривав кілька годин. Потім Енвера Кроша вивезли до Джанкойського райвідділку поліції. Під будівлю приїхали друзі та знайомі на підтримку. Энвер нормальный человек, работает здесь в Джанкое телефонистом, добрый, с друзьями, с любым человеком отношения нормальные у него всегда были. И в Джанкое много кто его знает. Енвер Крош вже мав справу з окупаційними силовиками 3 роки тому. Тоді ФСБ намагалась схилити його до співробітництва. В час ночи он приезжает ко мне и показывает, у него на мизинцах было горелое, видно. Он говорит, током пытали, одевали мешок. В общем, смысл того, что его должны были, чтобы он на них работал, чтобы он был у них информатором. Он отказывался, это его пугали. Уважаемые, все услышали нас? Да. Если в течение 10 минут вы не освободите территорию возле райотдела, будете привлечены к административной ответственности. Одну минуточку. Штраф от 20 тысяч, включая административный арест. Обох кримських татар з відділку поліції відразу доправили до місцевих судів. Чоловікам закидають адміністративне правопорушення. Риана Алієва, Заман, АТР. Вот мы видим в очередной раз такие обыски, задержания. И в очередной раз понимаем, что, по сути, мы сейчас ничего сделать не можем. И это предотвратить никак не можем. Вот мне интересно для начала услышать ваше мнение. Расскажите, пожалуйста, что сейчас вообще можем сделать для того, чтобы наконец-то это прекратилось? В данном случае я и ранее говорил, и сейчас стою на той же позиции. В первую очередь нам нужно заниматься правовым, скажем, обучением нашего населения, для того, чтобы люди знали, что нужно и как нужно себя вести во время обысков, во время задержаний, во время арестов, во время допроса. И это очень важно, потому что люди, когда, с одной стороны, когда люди знают свои права и могут четко
опираться на законодательство Российской Федерации, потому что Крым сейчас находится в правовом поле Российской Федерации. Понятно, что в первую очередь нужно ссылаться на Конституцию Российской Федерации, на законодательство Российской Федерации. С другой стороны, очень важно, чтобы соблюдалось спокойствие, потому что любое действие, оно на руку силовикам, которые, соответственно, могут применить физическую силу. Но об этом, я думаю, мы более подробно скажем по каждому направлению, то, что я сказал. Во-вторых, мы должны активно работать над тем, чтобы фиксировать вот все вот эти действия. И я на самом деле очень благодарен тем людям, которые, тем соседям, тем знакомым, тем простым молодым людям, которые выезжают, не жалеют своего времени, не жалеют своего, возможно, даже бензина и пытаются заснять те процессы, которые происходят. И я думаю, что практически каждый житель Крыма, каждый крымский татарин, каждый житель Крыма должны выходить, не быть равнодушными и обязательно снимать те процессы на любое средство, которое есть под рукой. Будь то это смартфон, будь то это видеокамера, будь то это там, фотоаппарат, чтобы хотя бы сфотографировать, для того, чтобы зафиксировать все эти моменты, зафиксировать лица тех, кто совершает эти, я скажу так, незаконные действия, практически это преступление. Ну и в-третьих, нам необходимо, опять же, чтобы максимально оперативно поступала вся эта информация, она, чтобы распространялась посредством массовой информации, попадала в международные правозащитные организации как можно оперативнее, в различные дипломатические ведомства разных государств, для того, чтобы была своевременная реакция. Это важно для того, чтобы хотя бы защитить людей от тортура, защитить людей от того, что они могут просто исчезнуть. Были случаи, был не один случай, когда люди исчезали, выкрадывались или после обысков их не могли найти. Ну и в первую очередь, чтобы по отношению к ним, даже когда они попадают в СИЗО, или в так называемый комитет по борьбе с экстремизмом, чтобы по отношению к этим людям те оперативники или те силовики, которые совершают вот эти действия, чтобы понимали, что они находятся под лупой, что за ними наблюдают и, соответственно, есть международная реакция. Я думаю, что это то, что мы на сегодняшний день можем сделать. А опять же, возвращаясь к тому репортажу, который мы сегодня увидели, действительно, это те процессы, которые, но, наверное, я думаю, не закончатся. Они закончатся только, когда произойдет деоккупация Крыма. И если еще в 2014 году, когда начались первые обыски, некоторые люди думали, что мы отсидимся, нас не тронут, к нам не придут, то мы тогда еще ездили и говорили. Мы ездили, создавали такие инициативные группы, встречались с людьми, распространяли, скажем, опять же, выдержки из Конституции Российской Федерации, из законодательства Российской Федерации, инструкции, что нужно делать, вот, когда к вам пришли силовики или когда вас задержали на улице. И вот опять же мы постоянно ведем статистику, и даже вот уже за 2018 год уже 11 человек оштрафовано, 9 из них это крымские татары, 9 обысков было уже в январе 2018 года, и все 9 обысков были в домах крымских татар, то есть мы видим явно в этническую составляющую, то, что все-таки есть расовая дискриминация, есть религиозная дискриминация. 3 человека получили административный арест по 10 суток, в частности, Энвер Крош, вот как раз мы видели выступление, интервью, вернее, супруги Игирай Куламетов, и 1 получил 30 суток, это Рамазанов Исмаил. Ну, есть информация, что якобы дома во время обыска он был избит сотрудниками. Далее подвергались пытками еще Энвер Крош, как было сказано, он и ранее подвергался пыткам еще в 2015 году. Ну и статьи, по которым судят ребят, это статья 20.3, часть 1, пропаганда, атрибутики или символики экстремистских организаций. Чтобы просмотреть вот за всей этой динамикой, мы будем более где-то во
вторник, в среду мы планируем провести пресс-конференцию, где мы будем более развернуто давать отчет о нашего мониторинга, о нарушении прав человека в Крыму. Но однозначно я скажу, что уже на сегодняшний день 16 погибших за весь период оккупации, 2 человека это в 2017 году. Мы считаем, что была убита Виджея Кашка. Мы знаем, при каких, многие телезрители знают, при каких обстоятельствах. И Виталий Арсенюк, о котором мало кто знает, это руководитель иеговистов, который умер в тюрьме, то есть в закрытых условиях, в условиях содержания. Давайте мы продолжим еще эту тему, но сейчас подключим к нашему разговору Заира Смедляева, главу ЦИК Курултая, крымскотатарского народа. Заир, здравствуйте. Добрый вечер. Заир, изначально, перед тем, как задать вам мой вопрос, я хотел бы зачитать информацию, что в интернете распространили видео, которое телеканалы оккупантов проанонсировали как зазыв старейшин крымских татар голосовать на выборах президента России за Путина. На кадрах крымско-татарские коллаборанты, среди которых представители прокремлевского муфтията и бывший ректор Крымско-татарского инженерного педагогического университета, герой Украины Февзи Якубов, принимают такое обращение. Вот скажите, пожалуйста, объясните вообще, что это за зазыв такой, как вы это видите, как вы это можете объяснить? Изначально это объясните, пожалуйста. Ну, во-первых, на этом видео видно, что там никакие не старейшины, ну, скажем так, политические военнопленные и политические проститутки, которые пытаются сегодня отрабатывать кто теплое место, кто для себя, кто для своего там преемника, плюс какие-то там меркантильные интересы преследуются. Называть их старейшинами и уважаемыми людьми у меня, например, язык не поворачивался и не поворачивается. После тех действий, которые они совершили, после того, как начали хлопать в ладоши тому, как издеваются над нашим народом, как подавляются свободы, права нашего народа, как уничтожается наш народ, я ни одного из них не могу назвать уважаемым. В принципе, они таким уважением и не пользуются. То, что их на пинках собрали, это понятная вещь. И как я ранее об этом говорил, что когда собирали представителей духовенства, некто из вот этого же окружения говорил, что перед нами сейчас стоит задача, так как в настоящее время уровень доверия крымско-татарского народа к Кремлю колеблется где-то в 10%. Нам нужно, чтобы к концу года этот процент доверия превысил 55%. И для этого мы сделаем все. Кого нужно, купим. Вот купленных там собрали. А кого нужно, будем запугивать, кого нужно, арестуем, кого нужно, посадим. Вот те обыски, аресты – это вторая часть вот этого их марлезонского балета. Поэтому… Да-да-да. Вот еще имею такой вопрос к вам. Как международные организации могут повлиять на соблюдение прав людей в Крыму? Ну, во-первых, необходим в первую очередь мониторинг. Необходимо постоянное функционирование международных структур, будь то это структуры ОБСЕ, ООНовские структуры. Потому что, когда приезжает какой-то деятель, встретился с теми, которые находятся у власти, у кормушки, которые рассказали, что им стало жить хорошо. Да, нескольким десяткам, а может быть сотням стало жить хорошо. А то, что народ сегодня, проблема обучения, проблема, скажем, вероисповедания, все это есть, существует. Когда мы говорим о толерантности, когда то ставят памятники Екатерине, то на каждом шагу ставят кресты, и при этом, опять же, представителей религиозных отделений заставляют все это согласовывать, якобы это инициатива от них, от мусульманских объединений на местах. Ведь в Крыму не было такой традиции устанавливать кресты. Ее, по сути, и в самой России нет, ее нету и в Европе.
Но сегодня вот здесь в Крыму это такая нездоровая тенденция, нездоровая традиция ставить везде различные символы. Будь то религиозный, будь то памятник Потемкину, том Маси, который сжег 1500 деревень, там еще кому-то. Разваливать сегодня ханский сарай, да, ханскую мечеть, это все сегодня те достижения той власти, за которую вот эти так званые саксаумы предлагают идти и голосовать. Заир Ага, еще интересно вот ваше мнение. Как собирать доказательства нарушений прав человека? Ваше мнение интересно. Ну, во-первых, есть те доказательства, пропал человек, убили человека, арестовали человека. По каким делам, по каким статьям. Все это понятно, все это известно. Это никаким образом не скроешь. Тем более очень многие эти судебные процессы, эти фикции судебные, да, когда следователь где-то состряпал дело, бросил в суд, и в суде под козырек уже начинают выполнять то, что им заказали. Кого-то называть террористом, кого-то называть экстремистом, кого-то еще кем-то. Ну, то есть называть преступниками. Сегодня суд не является судом, да, это составная часть репрессивной машины. И многие материалы находятся в публичном доступе. Другие вещи, которые не заметны, не видны, но о них тоже можно говорить. И в принципе говорят, и в том числе и жители Крыма, и выставляют в социальных сетях то, как проходят какие-то там обыски. Административное дело. Человек какой-то пост написал, от которого никто не умер, никому ничего не стало плохо. Причем написал он это еще при царе Горохе, этот пост поместил в каких-то этих ВКонтактах. А вдруг потом вламываются в дом посреди зимы, с утра, выламывают окна, двери, пугают родителей, детей. Об этом же всем известно, вламываются в дом к инвалидам, потом начинают что-то выдумывать, высасывать, как в том же самом случае с Энвером Крош, когда пытались склонить его к сексотству, к доносительству, когда человек отказался, сидели долго и нудно, собирали какие-то материалы, что-то накопали, где-то какой-то постик. И теперь за это надо его поместить в ВВС. А там в ВВС, я думаю, наверное, к нему продолжатся вот эти карательные меры для того, чтобы продолжить дальше его склонять к сотрудничеству. И вот такие вещи, как Руслан Парамамов, которого тоже пытали представители силовых структур, я никогда их не назову правоохранительными органами, потому что они не охраняют права, а хоронят права. Права человека, конституционные права. Заир Ага, еще интересно у вас узнать вот дело 26 февраля. Какая сейчас ситуация с участниками этого дела? Ну, сегодня должно было состояться очередное заседание по данному делу, но, однако, суд не состоялся, и судебное заседание перенесли на 8 февраля на 10 часов. Спасибо вам большое, Заир Ага, за то, что присоединились к нашему эфиру, за оперативное включение. На прямой связи с телеканалом АТР был Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Возвращаемся в студию. Услышали многое от Заира, тоже продолжая эту тему, вот касательно дела 26 февраля, вот этой ситуации, чем оно все может закончиться, можно ли уже прогнозировать, очевиден ли ответ по этому делу? Дело в том, что когда мы говорим о 26 февраля, деле 26 февраля, мы еще изначально, еще в 2015 году говорили и проводили, если помните, перформансы проводили, ну, так называемое сам суд. И оно уже тогда говорили о том, что оно сшито белыми нитками, оно рано или поздно должно развалиться. И все дело идет к тому, что оно на самом деле сейчас стало в тупик.
И с одной стороны оно развалено, с другой стороны, скажем, оккупанты, они не знают, что делать дальше. И поэтому они продлевают сроки пребывания под домашним арестом. Сейчас, получается, основные фигуранты – это Мустафа Дегерменджи и Али Асанов. Поэтому я думаю, что, опять же, здесь нужно продолжать со стороны адвокатов, со стороны правозащитников это дело поднимать нас на поверхность, постоянно напоминать об этом. И я думаю, что в конечном итоге оно развалится. Оно развалится, и ребята окажутся на свободе. Другой вопрос, что кто ответит за то, что они провели столько времени в СИЗО? Столько времени они были под стражей, и находятся под стражей, хоть и под домашним арестом. И понятно, что оккупационная власть не признает это. Если она захочет, в итоге должны полететь головы тех преступников, которые совершали все эти деяния. И поэтому понятно, что они попытаются, ну скажем, либо протягивать дальше это дело, либо все-таки какую-то обвинительную часть, скажем, довести до ума и закрыть это дело. Что касается вот того вопроса, который вы задали, активисты, и вы перечислили их, понятно, я согласен с Зайрага в том плане, что это действительно люди, которые еще в украинские времена, они меняли постоянно партийную принадлежность, они постоянно подстраивались под любую власть. И сегодня они проявили себя, и для них оказалось даже не важно, меняется просто партийный флаг или меняется флаг государства. И это говорит о том, что это те люди, которые действительно больше приспособленцы, нежели люди, которые думают о будущем. И как можно поддерживать того кандидата в президенты, который совершает или под действием которого, под руководством которого совершается международное преступление. Это оккупация, не аннексия, а оккупация, в первую очередь, территории другого государства, ну и, соответственно, те нарушения прав человека. И нарушения прав человека, они не закончатся, пока не будет оккупирован Крым. Во-вторых, как можно поддерживать человека или призывать наших соотечественников идти на выборы, когда эти выборы незаконные. И сегодня однозначно можно говорить о том, что президент, который будет избран, он будет нелегитимным. Другой вопрос, как на это отреагирует международная общественность, международное сообщество. Однозначно международное сообщество не пошлет в Крым, как на оккупированную территорию, наблюдателей. И там не будет наблюдателей ни от ОБСЕ, ни от любых других каких-либо организаций, которые принимают участие в мониторинге проведения выборов, законности проведения выборов. Выборы эти, по сути, незаконные. И поэтому принимать участие в подобных выборах – это все равносильно тому, что принимать участие в преступлении. И почему сейчас активно или активизируются вот эти люди для того, чтобы продемонстрировать в первую очередь для международного сообщества. И будет это эксплуатировать Российская Федерация максимально, что будет показывать на международных площадках, что крымские татары поддерживают президента Путина, активно участвуют в выборах для того, чтобы показать международному сообществу и легитимизировать с помощью представителей коренного народа Крыма, которым не считает Российская Федерация. Ведь Российская Федерация нас называет народом, даже не народом, а диаспорой татарской, либо называет крымско-татарским сообществом. Но видя то, что на дипломатическом уровне действительно Российская Федерация проигрывает нам, проигрывает Украине в том, что мы правильно взяли направление, и мы четко говорим, что крымско-татарский народ является коренным народом, и, соответственно, он имеет право на самоопределение, чего не хочет Российская Федерация. Да, вот вы вспомнили, мы подняли уже тему касательно вот этого вот фейков, выборов. Вот я попрошу режиссеров, если есть такая возможность, показать вот видео, которое в интернете распространили, как телеканалы оккупантов проанонсировали зазыв старейшин крымских татар голосовать на выборах президента России за Путина. Вот, кстати, это видео мы сейчас можем увидеть, да. Вот на этих кадрах именно это и происходит. Как вы это расцениваете? На кого рассчитано это видео? Это, возможно,
такой шаг показать всему миру, что в Крыму и все хорошо, то есть никого не ущемляют? Здесь на самом деле две целевые аудитории. Первая целевая аудитория, все-таки они рассчитывают и пытаются повлиять на сознание крымских татар, тем самым показать, что в принципе есть некие представители крымско-татарского народа, которые якобы являются авторитетными личностями и которые поддерживают президента Путина и призывают идти голосовать. Но я уверен в том, что у нашего народа достаточно благоразумия и мудрости в первую очередь для того, чтобы просто не участвовать в этих выборах, причем это ненаказуемо и в соответствии с российским законодательством. И опять же, пользуясь случаем, я хотел бы призвать наших соотечественников не участвовать в этом процессе, потому что это преступный процесс. И другая целевая аудитория, конечно, это международное сообщество, даже не российское население, а международное сообщество для того, чтобы показать картинки, что крымские татары, они есть разного мнения, что среди крымских татар якобы очень много тех людей, которые поддерживают выборы, активно участвуют в политической жизни на оккупированной территории и, соответственно, призывают голосовать за преступника Путина. Вот я Заирога задавал этот вопрос, и вот ваше мнение еще хочется узнать. Вот как международные организации сейчас могут повлиять на соблюдение прав человека в Крыму? Я говорил о том, что самое главное — это своевременная реакция, своевременные заявления, резолюции, и это очень важно. И мы являемся свидетелями за вот нашу новейшую историю, за вот эти события, когда благодаря активной реакции международных организаций, но я считаю, что и адвокат Эмиль Курбединов, он все-таки оказался на свободе, и ряд других наших соотечественников, которые были арестованы. С другой стороны, я считаю, что исходя из собственного опыта, когда на различных международных площадках, и на ОБСЕ, и на ООН, и так далее, когда поднимается вопрос о том, что необходимо, чтобы была постоянная миссия международных организаций ООН, ОБСЕ, Совета Европы в Крыму, то Российская Федерация однозначно заявляет, что они не против, если эти все международные организации признают Крым российской территорией. Поэтому я скажу так, что миссии на оккупированной территории невозможны в ближайшее время, потому что ни одна из государств, ни одна из этих международных организаций не признает Крым российской территорией. Кроме того, есть резолюции, которые четко обозначили, что Крым является оккупированной территорией, а Россия страна-оккупантом. Но для выхода из этой ситуации мы неоднократно предлагали о том, что на приграничной территории нужно создать действительно представительство миссии по мониторингу ситуации по правам человека в Крыму, в оккупированном Крыму. И мы ведем работу в этом направлении для того, чтобы данные миссии, они могли из первоисточников, все-таки приграничная территория, когда действительно люди могут, это первая территория, куда могут приехать из оккупированной территории. И, соответственно, мониторинговые миссии, они могут собрать достоверную информацию из первых источников для того, чтобы, опять же, сделать свои доклады и отчеты в этом направлении. Вот еще к одной теме хотел с вами перейти. Фигурантам Ялтинского дела про терроризм отказали в рассмотрении дела в Крыму. Уже 6 перевезли в Ростов-на-Дону. Там уже рассмотрели клопотания адвокатов Рифата Алимова, Арсена Джепарова, Имира Усейна Куку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Вадима Сирука. Их обвиняют в возможном захоплении влады у Росії. В тому числі також їх підозрюють в причетності до забороненої в Росії організації Хизбут Тахрир. Их задержали в Крыму в 2016 году, а в конце декабря этаповали в Ростов-на-Дону. Вот еще такой вопрос меня интересует. Как можем мы или же международные партнеры повлиять на то, чтобы освободить
фигурантов вот этого дела? Смотрите, вот на сегодняшний день 17 политических заключенных с момента оккупации уже этапированы на материковую часть Российской Федерации. Это тоже преступление. Это нарушение, опять же, международного права, потому что Российская Федерация не имела права этапировать этих людей на территорию Российской Федерации. Среди них, как раз таки, вы сказали, что 10 человек по делу Хизбут Тахрир, 4 уже осуждены. Из 10, и из этих 10, 9 это, опять же, представители крымско-татарского народа. Но в этом случае есть другие моменты. Моменты, что вот как раз таки на территории Российской Федерации мы можем подключать дипломатические ведомства Украины. В данном случае может быть доступ консулов Украины, скажем, к политическим заключенным. И может быть прямой контакт, может быть какая-то встреча. И это тоже очень важно, потому что даже когда находятся, вот те, которые уже осуждены, они уже находятся в колониях, те, по которым проходят судебные процессы, они находятся в СИЗО, хотя мы прекрасно знаем, что там пытаются, опять же, проводить тортуры в отношении них, там, я не знаю, может быть, косвенного порядка, да, когда собака там сорвалась и так далее, они могут по-разному оправдать, но для человека это опасно, когда собака натренированная нападает на беззащитного человека, как он может защититься. И поэтому для нас здесь очень важно, чтобы своевременно получали информацию, соответственно, МИД Украины отработал, чтобы консулы посетили практически каждого политического заключенного, кроме адвокатов. Посещая подобные колонии, соответственно, руководство колонии, оно уже будет более осторожным по отношению к этим людям, потому что любой работник колонии, он будет понимать, что он находится под лупой, и завтра, не дай бог, что случится, то, соответственно, рано или поздно он станет на скамью подсудимых. И следующее направление, над которым мы сейчас работаем, это идея, скажем, шефства, то есть отцовская забота за семьями политических заключенных среди депутатов Европейского парламента. Мы уже имели встречи с некоторыми депутатами Европарламента и планируем продолжать такую работу, чтобы шефство не в материальном плане, а шефство в первую очередь в том, что каждый депутат Европейского парламента, но не каждый, тот, который пожелал, он закреплен за определенной семьей политического заключенного, и, соответственно, он постоянно имеет информацию или получает информацию, в каком состоянии находится его подопечный. Для того, чтобы своевременно делать политические заявления, своевременно, может быть, попытаться посетить, скажем, ту или иную колонию на территории Российской Федерации. И я думаю, что если у нас это получится, а на самом деле есть опыт, международный опыт именно такой работы, и я думаю, мы этот год будем, я в частности говорю о Крымско-татарском ресурсном центре Меджлиса крымско-татарского народа, мы этот год посвятим этому направлению для того, чтобы за каждой семьей политического заключенного стоял авторитетный, влиятельный политик, на мнение которого могут реагировать многие международные организации и, соответственно, в том числе и российские политики. Вот я еще немного хотел бы вернуться к сбору доказательств, видео, фотографии, задержанию, то, что вы говорили ранее. Но вот издевательства с применением, вот, как вы говорите, собаки, ток, да, этого же на видео не снимешь, фотографии не сделаешь. Возможно ли какие-то медицинские делать, фиксировать в медицине, это в поликлиниках, в больницах, эти все повреждения? Не, однозначно. Или же там это невозможно? Однозначно, в любом случае нужно обращаться, нужно попытаться пройти освидетельствование, соответственно, чтобы было обследование, соответственно, были заключения. Но мы же понимаем, в каких условиях наши соотечественники находятся. Мы понимаем, что если это совершено силовыми структурами, то, понятно, в том числе оказывается давление и на врачей. И здесь мы не можем быть уверены, что мы можем получить четкое заключение. Конечно, в идеальном случае было бы, чтобы человек, который получил, скажем, какие-либо воздействия физические в виде тортура, да, в виде каких-то этих пыток, чтобы мог все-таки как-то перебраться на материковую часть Украины и, соответственно, освидетельствование пройти здесь.
Но мы понимаем, это сложные процессы. Конечно, очень важен фактаж. И даже то, что сегодня проводят наши активисты, проводят там, фотографируют, делают видеозаписи обысков и так далее. Здесь очень важно, чтобы сами семьи жертв понимали, что от того, что они просто промолчат, они не решат собственную проблему. Нет, скажем, нет уверенности в том, что эти люди раньше окажутся на свободе или по отношению к ним не будет тортура. Поэтому очень важно, чтобы люди, даже во время обыска, на самом деле в рамках российского законодательства не запрещено проводить видеосъемки во время обыска. Если те, которые проводят обыск, не разрешают проводить видеосъемки, то нужно брать и вести собственный протокол обыска. То есть брать блокнотик, брать ручку, записывать и четко присутствовать в каждом углу, там, в каждой комнате и записывать, сколько человек, кто по имени, четко записывать, кто присутствует во время обыска, кто из понятых, собирать их данные. Люди, у которых проводится обыск, они имеют на это право. Самое главное не поддаваться, не входить в панику, не провоцировать на какие-то жесткие меры, а силовикам это нужно, им это на руку. И кроме того, когда уже силовики готовят и дают подписать собственный протокол обыска, то в этом протоколе, прежде чем подписать, нужно использовать такую фразу, что обыск проводится с нарушением законодательства и что жертва или обыскиваемый, да, у кого обыск идет, намерен обжаловать. Соответственно, и только после этого ставить подпись. Но при этом обязательно нужно брать копию, фотографировать. Во-первых, начинать фотографировать. Сам обыск, он может быть, особенно в обыск жилища, он должен быть с санкцией суда. То есть должно быть решение суда. То есть когда к вам приходят в дом, вы в первую очередь должны потребовать возможность пригласить собственного адвоката, что, кстати, на практике они не используют. У меня лично в доме тоже было, когда я требовал адвоката, они мне не позволили. Требовать других понятых, но, к сожалению, они привозят своих понятых, они мне также не позволили и сказали, что мои соседи являются заинтересованными лицами, но это совершенно неправильно, то есть соседи могут быть понятыми. Ну и в-третьих, чтобы обыск в любой из комнат, где он проводится, чтобы обязательно присутствовали понятые, присутствовали представители обыскиваемых. Кроме того, если даже нет человека, по отношению к которому принято решение, обыск может совершаться только при присутствии совершеннолетних людей, членов семьи. Ну и обязательно очень важно знать, что если вы находите какой-то незнакомый предмет или незнакомая вещь, которая оказалась во время обыска, к этому предмету не стоит притрагиваться. И мы имеем опыт, когда был обыск у Мустафы Асаба в Белогорском районе, когда ему подброшены были патроны. Это было еще в 2015 году. Поэтому очень важно, чтобы даже во время обыска, скажем, люди могли вести себя достаточно спокойно. Кроме того, когда мы говорим об обыске, мы говорим о том, что часто обыск он должен быть связан с тем, что ищут в поисках оружия или в поисках наркотиков или какой-то литературы. И если к вам пришли с обыском, вы сразу должны говорить, я просто из собственного опыта говорю, я сразу им сказал, у меня есть пневматический пистолет, я вам сам готов представить. Если что касается наркотиков, то, соответственно, у меня вы не найдете, я не могу вам представить. И какая, если на ваш взгляд, запрещенная литература, у меня как у исследователя есть в одном-двух экземплярах разная литература, потому что я занимаюсь исследованием. И, соответственно, я сам достал и сам им предоставил. То есть здесь в этом случае нужно показать, что вы готовы предоставить все условия для проведения обыска, чтобы не за что было зацепиться. А самое главное, чтобы они не применили силу. Потому что в присутствии ваших детей я больше всего боялся состояния моей супруги и моих маленьких детей, чтобы они не применили силу, чтобы они не напугали моих детей. Потому что дети, которые видят вот эти репрессивные действия, понятно, это влияет все равно на их психику. А нам важно, чтобы наши дети росли здоровыми. Далее я бы хотел обратить внимание на вопрос, когда мы говорим о... У нас минута. Минута. Да. Конечно,
конечно, я хотел бы в первую очередь пожелать то, что нам, наверное, надо чаще говорить об этих вот процессах, как должны себя вести люди во время задержания, допросов, обысков, потому что никто от этого не застрахован. Я очень бы порекомендовал, чтобы у каждого в доме лежала Конституция или выдержка из Конституции Российской Федерации и любые элементы правозащитной литературы, потому что из собственного опыта я скажу, когда ко мне пришли и увидели они, что у меня лежат подобные документы, они стали вести себя более аккуратно. Они мне задали вопрос, что вы правозащитной деятельностью занимаетесь? Я сказал, да. И после этого они стали более аккуратно себя вести. Поэтому здесь и, соответственно, очень важно, чтобы мы вели постоянную разъяснительную работу среди населения, для того, чтобы мы могли защитить наших людей от тортура, от выкрадывания и чтобы и от какого-то такого психического воздействия, которое они совершают. Спасибо большое за ваши комментарии, которые вы озвучили в нашем эфире. Искандер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, был гостем студии этого часа. Я сразу же хочу сказать, что информационную эстафету передаю Любомиру Ференсу. Он также уже в следующем часе поднимет самые актуальные вопросы, которые касаются как Украины, так и мира в целом. А через 5 минут в эфире АТР новости Заман на крымско-татарском языке с Шевкетом Намутлаевым. Не переключайтесь.